В начале заседания глава государства еще раз вернулся к сделанному накануне заявлению касательно вопроса вхождения в состав Российской Федерации, подчеркнув, что главная историческая и стратегическая цель осетинского народа – народа разделенного объединение в рамках одного государства, и это государство – Российская Федерация. Глава государства также добавил, что некоторые политические деятели республики в канун выборов пытаются посеять сомнения в умах избирателей и заработать тем самым политические очки. Но, как отметил Анатолий Бибилов, процесс уже пошел и дойдет до своего логического завершения. Когда человек идет на должность президента и говорит, просто вдумайтесь, пожалуйста, я обращаюсь и к населению Республики Южная Осетия, когда по всем федеральным каналам идет вот этот процесс, информация доводится, и на дебатах человек говорит: но это что за уровень вообще? Это что за уровень? Это что за уровень? Глава государства дал поручение министру здравоохранения привести в порядок и непосредственно самому контролировать работу ФАПов в селах. Глава государства отметил, что ведется дальнейшая работа по вопросу увеличения зарплат. Далее участники заседания приступили к рассмотрению повестки дня. Исполняющая обязанности министра финансов Фатима Тибилова вынесла на обсуждение законопроекта о внесении изменений в закон о государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2022 год. В основном это все увеличение субсидий по ряду ГУПов. Это энергоресурс, водоканал, благоустройство, ГУП, ЖЭК администрации города Цхинвал, хлебокомбинат. Мы заложили в субсидии увеличение, довели до минимального размера оплаты труда, их заработную плату и учли 3,1% по социальному фонду. Кроме того, Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства 100 тысяч рублей администрации Цхинвальского района для оказания материальной помощи жительнице села Зар, имущество которой пострадало во время пожара. Оксана Джоева, Аида Кочиева, Тамерлан Кусраев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня.